Какой есть лучший аргумент в пользу существования Бога? Я агностик. Часто я сталкиваюсь с аргументом, который якобы разбивает идею о существовании Бога. Как может существовать Бог, который допускает все эти происходящие в мире ужасы? К примеру, рак. Мы, люди, склонны считать себя очень умными. Мы думаем, что если кто-то объяснит нам что-то должным образом, что угодно, то мы с легкостью сможем это понять. Но это не так. У нашего интеллекта есть предел. К примеру, возьмем собаку, домашнего питомца. Собаки довольно умные животные. Они любят вкусно поесть. И есть собаки, которые любят лакомиться шоколадом. Они бы с радостью ели только один шоколад. Если я не позволю собаке есть шоколад, стану ли я из-за этого злым человеком? В конце концов, я ведь лишаю ее того, чего она хочет больше всего на свете. Само собой, я не даю ей шоколад, потому что ей нельзя его есть, ведь он токсичен для собак. Но я никак не смогу ей этого объяснить. Неважно, какими словами, звуками или картинками я буду пытаться донести до нее это. Она все равно никогда не поймет меня и не сможет до конца осознать, что ее организм ограничен в плане переваривания шоколада. Конечно, мы разумнее собак, но не в миллионы раз. Есть какие-то желаемые нами вещи, которые мы не способны получить, и, возможно, это нам на пользу. Проблема в том, что причины этому могут быть настолько сложными, что мы их не сможем понять. Само собой, я считаю, что рак – это ужасная, отвратительная вещь, и я никому не пожелаю заболеть раком. Но само существование рака не является доказательством того, что Бога нет. Почему вы не можете представить, что рак для нас сродни той ситуации, при которой собаки не дают шоколад? Я не могу до конца осознать, как это можно объяснить, но это только потому, что я прокачанная обезьяна, которая считает, что рак – это плохо.